Вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили в рамках прямой линии, которая прошла в Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми. Один из первых вопросов – когда будет устранена течь на тротуаре возле памятника Ленина в железнодорожной части города. Эта тема поднималась и ранее на заседаниях штаба по подготовке к зиме. Сосногорский водоканал уже приступил к ремонтным работам. При этом, как пояснила начальник управления ЖКХ Татьяна Назаренко, водоканал должен до конца сентября не только устранить утечку, но и восстановить дорожное покрытие тротуара. Волновал дозвонившихся и вопрос отопления. По словам мужчины, его дом уже подключен к теплу, но батареи в некоторых квартирах по-прежнему остаются холодными. По словам Татьяны Назаренко, возникновение таких ситуаций в период пробных топок вполне закономерно. Однако этот переходный период уже закончился, а значит, управляющие компании должны приступить к исполнению заявок жильцов о развоздушивании. Уже все заявки управляющие компании должны принять, отработать и устранить эти неполадки. Задать свой вопрос в рамках прямой линии можно было и лично. Так, житель Сосногорска Александр Неганов пожаловался, что его дом по адресу Первомайская, 14 уже несколько лет не обслуживается ни одной управляющей компанией. И все расходы и обязательства по его ремонту и содержанию ложатся на плечи жильцов. Штукатурка в подъезде сыпется, полы в подъезде вообще уже там все сгнили. Двери входные сами латаем, кто на что, кто фонарик, кто это. Ну, зимой просто не закрыть двери, просто мороз будет. И почему мы всегда тоже дорогу чистим от дороги до дома? Мы сами дорогу чистим. Если пожарная или там скорая помощь, к дому не подъедет. Для того, чтобы в доме произвести ремонт, жильцам необходимо написать соответствующее заявление в управлении ЖКХ. На основании этого обращения специалисты обследуют дом и определят перечень необходимых работ. А сам дом будет внесен в реестр капитального ремонта, и работы начнутся в порядке очередности. По словам Татьяны Назаренко, в этом году в перечень объектов для капитального ремонта вошли 8 домов. А вот вопрос очистки придомовой территории – это зона ответственности жителей. Если дом не обслуживается управляющей компанией, значит и плата за услуги по уборке и вывозу мусора не взимается. При этом жильцы могут принять самостоятельное решение о заключении договора со специализированной организацией на выполнение этого вида услуг. На телефон прямой линии звонили из отдаленных поселков. Жители Вайвожа обеспокоены частичным отсутствием уличного освещения и работой местной тепловой компании. Тепловая компания, в общем, вырыла котлован уже больше 2 месяцев назад во дворе. И никто обратно не собирается взрывать это. Там проводились ремонтные работы, в общем, и более 2 месяцев там никаких работ не проводится больше. Освещение у нас во дворе отсутствует полностью. То есть приходится ходить с фонариком, чтобы в эту же яму не упасть. По словам руководителя администрации Вайвожа, вопросы придомового освещения решаются только собственниками, поскольку все затраты по его дальнейшему обслуживанию, согласно жилищного кодекса, ложатся именно на них. Пожалуйста, в управляющую или в обслуживающую организацию собираете совет дома, решаете, что какое вы освещение во дворе хотите. Тем не менее, что касается котлована, который, по словам жителей, местная тепловая компания выкопала и оставила без внимания, то эту проблему лично взяла на контроль начальник управления ЖКХ. А руководителю администрации поселка тут же поступило распоряжение лично побывать на этом месте и провести соответствующую проверку. Еще один звонок поступил из Нижнего Одесса. Здесь вопрос о восстановлении снесенной в результате ДТП линии электропередач. У нас по весне был автомобилем снесен фонарный столб. И на сегодняшний момент у нас по улице Ленина от 16 до 20 дома отсутствует уличное освещение. То есть детям в секции возвращаться очень темно. Хотела бы узнать, когда это все восстановится. Вопрос в администрации Нижнего Одесса не только на контроле, но, что называется, в рабочем процессе, заверил женщину Юрий Аксенов. По поводу столба, который находится у нас на Ленина 18. Его снесли буквально месяц назад. Не по весне, как вы говорите. На сегодняшний день мы отправили документы, чтобы нам подготовили смету в ВУКС в Сосногорске. Как только все будет готово, заключим контракт и исправим. Освещение, естественно, будет в полном объеме. К зимнему периоду освещение будет восстановлено? Конечно. Я думаю, что в течение месяца мы все сделаем. Если получится, то может быть и раньше.
Всего в ходе прямой линии прозвучало порядка 10 вопросов. На каждый из них был дан четкий и развернутый ответ, а все сигналы от населения были взяты на контроль. Таких больших проблем, наверное, сейчас пока нет, потому что у нас, наверное, сейчас самая актуальная для людей эта проблема – это запуск отопления. Все хотят, конечно же, его побыстрее, хотят в нормальном состоянии. Все, да, соскучились по теплым батареям. Вот. Я думаю, что проблемы, они все равно будут, но они будут уже после того, как проблема первая, насущная, она уже не будет иметь такую значимость. К слову, сегодня, 18 сентября, в Сосногорском районе начался полноценный отопительный сезон. Как прозвучало на последнем штабе по подготовке муниципалитета к зиме, пробный период, который длился 2 недели, прошел хорошо. К теплу подключены все объекты. Ответственность за запуск домов без управления, а таковых 80, взял на себя муниципалитет. На заседании штаба коммунальщикам района еще раз напомнили о необходимости своевременно и качественно отрабатывать обращения жителей, а также обсудили самые проблемные адреса. По информации специалистов общественной приемной, больше всего обращений поступило от жильцов 6-го дома по улице Ленина, 31-го дома в 6-м микрорайоне и 2-го дома по улице Лермонтова. Последний адрес в зоне ежегодного внимания коммунальщиков. По заявке ТСЖ теплоноситель был подан в дом 11 сентября. При этом за первые 3 дня тепло распространилось только на 4 подъезда из 5 и не доходило до верхних этажей. Для оперативного решения вопроса на штабе сформировали рабочую комиссию, в состав которой вошли представители ТСЖ дома, управляющей компании «Ваш дом» и районных тепловых сетей. Напомним, что при обнаружении утечек и возникновении аварийных ситуаций необходимо своевременно уведомить об этом аварийные службы. Телефоны на ваших экранах.